أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит: «Куллю нафсин заихатуль маут». То есть каждая душа вкусит смерть. Что же такое смерть? Это тайна, подарок Аллаха, это наказание Аллаха или что-то другое. Аллах Субхану ва Тааля нам объясняет, что вы не вечны. «Куллю ман алейха фан». Все то, что создано мной, каждое из творений достигает своего конца, говорит Аллах Субхану ва Тааля. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. То есть и всего лишь баки, вечен, только Всевышний Аллах. Вы все уйдете из этого мира. Вам всем предопределен конец, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Когда человек обретает какую-то форму в утробе матери, Аллах Субхану ва Тааля не спосылает ангела и повелевает вдуть в него жизнь, душу из кладези, из духовной кладези Всевышнего. И этот ангел вдувает в этого ребенка душу, которая находится в утробе матери, и Аллах повелевает записать его судьбу, то есть определяет 4 вещи. Будет ли он верующим во Всевышнего или отрицающим Всевышнего, мусульманин или кафир? Будет ли он счастлив или несчастный? Каков будет у него достаток, будет он богатый или бедный? И последнее, в какое время, точно в какой день, в какую минуту и в секунду отойдет из этого тела его душа. Аллах Субхану ва Тааля предопределил смерть человека. «Куллю нафсин заикатуль маут». Каждая душа вкусит смерть. И потом обращается в другом аяте: «Валяу кунтум фил буруджил мухшайяда». Даже если вы будете в высоких башнях, это вас не спасет. «Валикулли каумин аджаль». Не то, что для каждой души, но для каждого общества существует свой конец. Аджаль. Аджаль переводится как срок, последний срок, и также переводится как смерть. Когда человек подходит к краю своей жизни, Аллах Субхану ва Тааля не спосылает к нему ангелов. То есть приходит сначала ангел смерти, и вместе с ним приходят ангелы. Или же райские ангелы милости, или же ангелы из ада, которые предопределены Аллахом для наказания человека. Они подготавливают перед приходом Азраиля, ангела смерти, этого человека, и ждут того срока, когда он должен забрать его душу. Но в это время подходит еще и другое существо, которое является злейшим врагом Аллаха. Это Иблис, шайтан. И как объясняет пророк Мухаммад, что при смерти у человека возникает очень сильная жажда. И человек очень хочет испить холодной, свежей воды. Сатана появляется с посудой, с водой, наполненной до краев водой, ледяной, холодной, свежей, и говорит: ты хочешь пить сейчас? Я тебе дам эту воду, но только прежде скажи, что Всевышнего нет, откажись от него, что Аллаха нет. А признай, что Мухаммад, саллиллаху врун, лгун, лжец. И если человек слабый, то есть если у него вера слабая, если он не воспитал себя в этом мире как порядочного человека по тем законам, которые определены в Коране и определены в сунне пророка Мухаммада, саллиллаху, и человек может поддаться. Он протягивает руку и говорит: дай испить, произнеси, откажись от Аллаха, откажись от Мухаммада, саллиллаху.
В это время, если человек отказывается, дальше идет аят Корана, ثم وإذ قال الشيطان للإنسان كفور فكافر ثم قال إني بريء منك إني أخاف الله. И шайтан говорит: соверши куфр, стань кафиром, откажись. ثم كافر. И человек отказывается от Аллаха, от пророка Мухаммада ﷺ. ثم قال. После этого шайтан, Иблис, говорит: إني بريء منك. Я презираю тебя, я отворачиваюсь от тебя. Инни ахафуллах, я боюсь Аллаха, а ты не боишься Аллаха. Если же человек правоверный, если у него вера и искренность очень сильная по отношению к своей вере, если он искренен, если он ходил по пути праведности и совершал благие деяния и любил все творения Аллаха, и признавал, что эти творения Аллаха действительно творение Аллаха, он один из них, такой же. Если он это признал, он признал Всевышнего Аллаха и признал святость, пророчество пророка Мухаммада, ﷺ, он не откажется и несколько раз подойдет к нему Иблис, сатана, и он будет отгонять от себя его. И таким образом, если он откажется от наущения сатаны и останется искренним в своем вероубеждении до последнего издыхания, в это время ангелы милости возносят эту душу к небесам. Когда ангелы смерти говорит этой душе: о, душа этого уверовавшего человека, выйди, так же, как будто капля воды стекает с шерсти, бесшумно, безболезненно. Его заворачивают ангелы милости в тот саван, в кафан, который они принесли из райских гущей, и возносят к небесам. По пути встречаются разные творения Аллаха в виде ангелов и в виде приближенных Аллаха, и говорят: кого же несете? Фалян, сын Фаляна или дочь Фаляна. Да будет милостив к нему Аллах, да простит ему грехи, воскликнут они. И они подойдут к первым вратам первой ступени небес, постучатся и ответят оттуда: кто, кого ведете? Этот человек, Фалян, сын или дочь Фалян. Да будет благосклонен к нему Аллах, говорят, и так пропускают через все 7 сводов небес, и на верхних небесах Гиллиин записывают, высекают его имя на Гиллиине и заносят в тот список людей, которые попадают в рай, и потом обратно возвращают на землю, и он продолжает наблюдать, что будет с его телом, говорит Мухаммад ﷺ. Но если же человек отказался от Аллаха и пошел по наущению шайтана, ангел смерти говорит: о, несчастная душа, выйди к гневу Аллаха и вырвет его так же, как вырывают щетку, которым расчесывает шерсть, из шерсти. То есть очень будет болезненно и очень будет больно для этого человека. После этого его заворачивают в саван, сотканный из лошадиных волос, из гривы лошади, из волос, то есть очень грубая ткань для того, чтобы нам представить. И вонь разнесется. И эту вонь будут чувствовать все творения Аллаха, кроме людей и джиннов. И после этого вознесут его к небесам. По пути будут встречаться разные творения Аллаха в виде ангелов или в виде его приближенных, и будут спрашивать: кого ведете? Какой несчастный? Скажут: Фалян, сын или дочь Фаляна. Говорят: да падет гнев Аллаха на этого нечестивца. Подойдут к дверям, к вратам первой ступени небес, постучатся и скажут оттуда: нету вам сюда входа, идите вниз. И понесут эту душу вниз, вплоть до самой низшей ступени ада, и там в
в сиджин, напишут, введут его в список тех людей, которые попадут в рай, в ад, которые попадут в ад, и будет он наказан Аллахом. После этого обратно вернут человека к телу, и он будет смотреть, как обмывают его тело, как заворачивают в саван. И он будет кричать тем людям, которые обмывают его и заворачивают: будьте поосторожней. И возгласят с небес. Будет такой глас небесный, голос. Ну, как, раб Аллаха? Что же ты нашел в этом мире? Ты догнал этот мир, дунья, или дунья догнала тебя? Ты объял этот мир, этот дунья, или дунья объяла тебя? Ты победил этот мир, дунья, или дунья победила тебя? После этого понесут человека к могиле, и прежде чем положить его в могилу, Аллах Субхану ва Тааля опять прикажет, чтоб крикнул какой-то ангел, возгласил: о несчастный, или о счастливый, или о тот, который вышел из этой жизни. Как ты нашел эту жизнь? Что же ты делал в этом мире? Ты совершал грехи ради того, чтобы достичь довольства своей семьи, своих близких. Отвращаясь от Аллаха, совершал грехи для того, чтобы накормить своих близких. Но посмотри, сейчас тебя закапывают, и они уходят. Вспомнят ли они про тебя раз в год, или же вообще закопают и забудут тебя? И ты будешь просить: ну хоть кто-нибудь, помолитесь за меня, потому что здесь-то, оказывается, в могиле, здесь-то пища для того человека, для покойника – это молитва живых людей. Но хоть один человек, помолитесь ради меня, на шайтан, и там будет продолжать наказывать этого человека, будет для того, чтобы к нему не было никакого снисхождения. Он тех его живых близких скажет: да что вы молитесь за него, все у него уже, все его книга деяний закрыта, ничего у него не осталось, и все, он уже пропащий, он уже все. Это покойник, это труп, от которого никакой пользы. Не надо за него молиться, не надо посещать его могилу. Будет наущать шайтан его близких, или эти близкие будут говорить еще не только своим, но и всем тем окружающим, будут доказывать, что нет, не надо молиться за покойника, сейчас у него все закрыто, сейчас у него все уже прошло, и нету ему прощения и снисхождения. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: 3 вещи могут добавлять еще ему вознаграждение от Аллаха. Книга деяний остается открытой для 3 вещей, для 3 случаев. Если он воспитал праведных детей, они каждый день после каждого намаза или каждый раз, когда будут вспоминать, будут читать Коран и возносить мольбу Аллаху: о Аллах, будут говорить они, прости грехи моим родителям, упокой их, прояви свое снисхождение, введи их в райские гущи, убереги от огня ада. 2, если человек сделал какое-то полезное общественное дело, построил мечети, мадресе, построил дороги, отрыл колодцы или источники для того, чтобы люди пользовались. И каждый раз, когда люди будут пользоваться теми вещами, которые он сделал для блага общества, для пользы общества, они будут говорить: какой же хороший человек был тот, который построил этот мост, тот, который построил эту мечеть. И всякий раз, когда будут заходить и читать молитву, и искать от каждого земного поклона, от сажда, будут идти вознаграждения этому человеку. Или же, если он распространил правильные знания, те знания, которые объединяют умма Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не те знания, те, которые сейчас распространяют некоторые ахль-бид'а, уничтожая все ценности ислама, прикрываясь Кораном и Сунной. Нет, те знания, полезные знания,
которые передавали от самого пророка, саллаллаху алейхи салям, сахабы, ридвануллаху алейхим аджмаин, табиин, атбагат табиин, и уляма, имамы 4 масхабов, ахлю сунны валь джамаат. Эти знания, про эти знания идет речь. И если вот эти 3 вещи, 3 полезных действия были у человека, от каждого этого действия, от каждого шага этих действий будут идти к нему вознаграждения. Мы тоже молим Аллаха: о Аллах, упокой души предыдущих наших, которые ушли из этого мира, прояви к ним снисхождение и расширь их могилу, сделай сегодняшнее положение для них счастливым, и потом в будущем введи их в сады благодати, называемый рай. Не только для каждого человека, но и для общества наступает его конец. Мы видели, читаем по истории, сколько обществ ушло, какие государства были, какие правители были. Оликулли умматин аджаль. Для каждой общины настает свой последний срок, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Смерть – подарок для человечества. Нужно представить, если бы не было смерти, то те тираны и те деспоты, те, которые обижают людей, и те грабители, и те, которые совершают нечестие на земле, они бы продолжали совершать эти свои плохие дела всю вечность. Это было бы невыносимо. Смерть уравнивает всех, могила уравнивает всех. И богатые, и бедные умирают, и сильные, и слабые умирают, и красивые, и уродливые умирают, и больной, и здоровый, все умирают. Не останется никого вечно в этом мире. Но невозможно из этого мира что-то с собой захватить в тот мир, кроме своих благих деяний. То есть не благие деяния, а то, что появилось вследствие твоих благих деяний, те качества, которые ты собрал, творя благие деяния, вот они будут с тобой. Тебя будут сопровождать в могиле, тебя будут сопровождать до судной площади в день суда. Сулейман прекрасный, Сулейман Кануни, султан Сулейман, перед своей смертью приказал своим слугам, когда будут заворачивать в саван, чтобы правую руку оставили незавернутым саваном. И так несли до кладбища, потом на кладбище, чтобы завернули. Почему, великий султан? Спросили его. А для того, чтобы поняли люди, что Сулейман Кануни, султан Сулейман, который был властителем такого большого государства от Азии до Европы, и с севера до востока, там до Африки, который владел такой территорией, управлял такой территорией, пришел с пустыми руками в этот мир и ушел. Его богатство, его власть ни в чем не смогла ему помочь. Чтоб люди это видели, что я ухожу из этого мира с пустыми руками. И только то, которое ты получил, которое ты заработал вследствие своих благих деяний, останутся с тобой и будут сопровождать тебя всю вечность, вследствие которого ты сможешь достичь милости Аллаха. Мы знаем, что человек чувствует предсмертную боль, называется сакратуль маут, предсмертное опьянение смертью. Человек теряет, может быть, кто-то теряет рассудок. У кого-то бывает, появляется какая-то очень сильная, болезненная, что-то, разные бывают у человека. И еще бывает мучение в могиле, когда уже человек умирает, начинается мучение в могиле, там приходят еще 2 ангела и будут расспрашивать тебя, как ты жил. Кто твой Господь, спросят они. Если это мусульманин, если он действительно верил в Аллаха и искренне верил в Аллаха, он сможет сказать «Ла иляха илля-Аллах». Для этого мы каждый раз стараемся побольше повторять вот этот тахлиль, как называется, «Ла иляха илля-Аллах».
побольше повторять, чтобы наш язык и наше сердце и наша вся сущность привыкла к этому слову, потому что придется отвечать на вопросы накира и мункера. Второй вопрос спросит, кто же твой посланник? Если верующий человек скажет Мухаммаду Расулуллах, если мы сможем повторить Мухаммаду Расулуллах, то знаем, что мы обеспечены, мы гарантированы его ходатайством в судный день. И после этого спросят, на что ты тратил свое время? Читал ли ты намаз, как мы говорим, но поклонялся ли ты, представлял ли себя ты рабом Всевышнего Аллаха? Если ответить на эти вопросы, он счастлив, он спасен. Если не сможет ответить, то начинается мучение в могиле. Его будут мучить и будут еще задавать вопросы до тех пор, пока не настанет судный день. Мы, обращаясь к Аллаху, молим Аллаха: «О Аллах, дай нам такую жизнь, чтобы Ты был доволен нами. И сделай так, что при последнем издыхании, при последнем мгновении своей жизни, уходя из этого мира, мы смогли произнести «Ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах». И сделай так, Аллах, чтобы мы вошли в Твою милость. Благодаря Твоей милости мы вошли в Твою милость, называемое раем, и убереги нас от своего гнева, зла, огня гиены. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина адабан нар. Аллаху акбар.